В Коми наградили ветеранов и сотрудников медицинской отрасли, подвели итоги работы и вручили денежные сертификаты за лучшие практики. Новые методы лечения болезней. Теперь для Коми это вполне осязаемая перспектива. А в некоторых больницах уже реальность. Подробности знает Ольга Коняева. На предновогодней встрече подарки, благодарности и денежные сертификаты медучреждениям за лучшие проекты. 1 миллион за первое место, 500 и 300 тысяч за второе и третье. Все практики разработаны по итогам обучения главврачей, работа которых призвана изменить в лучшую сторону качество медицинской помощи. Это доступность, это качество и удовлетворенность медицинской помощи, которую будем добиваться в том числе с помощью роботизированного обзвона каждого пациента. И попросим ответить на ряд вопросов. Это строительство и капитальный ремонт наших учреждений, чтобы комфортно было находиться внутри медучреждений. Это вопросы качественного и горячего питания. Проект как раз по качеству питания внедряет Уфтинская детская больница. После опроса 138 респондентов выяснили, в меню недостаточно овощей и фруктов, питание не всегда горячее. 5-я часть пищи идет на выброс после раздачи. Обучить персонал, автоматизировать процессы, закупить специальные боксы для сохранения температуры блюд. Такие новинки уже внедряются. Основной фишкой, то есть это меню по выбору. Нет, это не ресторан, хотя там тоже у нас меню по выбору широкого перечня блюд. То есть мы предлагаем на выбор 2-3 блюда в каждой группе. Например, супа 3, гарнира 3. То есть там рыба-котлетка. Когда в Уфтинской ЦРБ главврач заступил на должность, в учреждении была большая кредиторская задолженность. Поэтому проект Максима Чуркина связан со снижением расходов на содержание имущества больницы на 20% за 2 года по 6 направлениям. По предварительным расчетам экономия будет более 25 миллионов в год. Сейчас, например, перешли на IP-телефонию. Это сокращение расходов сразу на 1,5 миллиона в год. Допустим, уменьшение расхода электроэнергии, замена ламп на энергосберегающие в 2022 году нам дало экономию 2,5 миллиона рублей. Это только с учетом того, что мы в этом году еще и закупали эти лампы. То есть в следующем году экономия будет 3,5 миллиона рублей. Проект, реализованный Уфтинской городской поликлиникой, помогает выявить на ранней стадии рак молочной железы. Этот диагноз на первом месте среди онкозаболеваний у женщин. Все начинается с анкетирования. В онлайн-режиме по защищенным каналам. Пациенток из группы риска сразу записывают на маммографию. Дальше, если нужно обследование, консультация и лечение. Все оперативно. У нас создана мультимодальная бригада, в состав которой входит врач-онколог, врач-диагност, который владеет методом маммографии и плюс ультразвуковой диагностикой. И женщине сразу после консультирования проводится тонкоигольная аспирационная биопсия. То есть мы из пораженного очага забираем материал. Этот материал на следующий день отправляется у нас в патологоанатомическое отделение Коми республиканского онкологического диспансера. В рамках проекта анкетирования прошли почти 5000 женщин. Выявлено 11 онкозаболеваний на ранней стадии. Лучшие эффективные практики в будущем будут внедрены и в других медучреждениях Коми. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.